В состав Госсовета, совещательного органа при главе государства, который рассматривает основные вопросы жизни страны, входят губернаторы, президентские полпреды и руководство федерального парламента. В заседании также приняли участие вице-премьеры Игорь Шувалов и Дмитрий Козак и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Говорилось здесь о повышении экономической устойчивости и финансового обеспечения полномочий регионов. Президент страны отметил, что в субъектах должны работать на опережение, не ожидая указаний сверху. У регионов, у многих, во всяком случае, есть очень хороший, наработанный уже опыт, работают даже в сложных условиях прежних лет. Сейчас этот опыт крайне востребован и весьма ценен. Поэтому в нашем сегодняшнем заседании принимают участие не только члены президиума, но и руководители субъектов федерации, члены так называемой консультативной комиссии Госсовета. Мы с вами договаривались о том, что будем собираться в таком более широком составе. Вы знаете, что правительство уже приступило к реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы, рассчитанной на текущий год. Субъекты федерации тоже разрабатывают, надеюсь, уже и разработали соответствующие планы. Обозначенные в них методы, меры, направления, прежде всего на сглаживание первоочередных рисков, крайне важны, и рассчитываю, что они принесут нужный эффект. Но одновременно мы должны сегодня поговорить и о перспективах развития, посмотреть, заглянуть в среднесрочную перспективу. И, конечно, всегда должны думать о том, как решать долгосрочные системные вопросы. Отдельное поручение Путина касалось оценки эффективности процедуры выдачи кредитов регионов. Также он отметил, что нужно выработать меры для снижения долговой нагрузки субъектов. Комиссии, которую возглавляет вице-премьер Игорь Шувалов, президент поручил координировать антикризисную работу в регионах. Кроме того, необходимо включать в состав упомянутой мною только что комиссии и представителей губернаторского корпуса. Сейчас один из самых острых вопросов – это ситуация в финансовой сфере, включая бюджеты регионов. Многие из них, мы знаем об этом хорошо, обременены кредитами, займами, включая кредиты коммерческих банков. Понятно, что брали их в другое время, в других финансово-экономических условиях и рассчитывали на другую работу, понятно. Сегодня получается, что на обслуживание кредитов, во всяком случае часто так получается, на обслуживание кредитов нужно все больше средств, которые отвлекаются от инвестирования, от решения задач развития. Сейчас разрабатываются меры по замещению рыночных заимствований регионам кредитами из федерального бюджета с одновременным снижением платы за пользование ими. Говорили здесь и о повышении эффективности бюджетных расходов и социальной защите наиболее уязвимых категорий граждан. По словам Путина, такими должны быть приоритетные направления в каждом регионе. Сразу скажу, что их механическое сокращение, а где-то действительно нужно что-то оптимизировать, это очевидный факт, но механическое сокращение – самый простой, но порой недопустимый подход. При этом на первый план выходит принцип рачительного, конечно, адресного использования бюджетных средств. В том числе это значит, что эти ресурсы должны направляться на социальную защиту тех граждан, которые действительно нуждаются в нашей поддержке. Об этом мы говорим много лет, но системного, ясного решения этого чувствительного и очень важного вопроса для граждан страны пока нет. А такое решение необходимо. Нам нужно оказывать помощь именно нуждающимся, тем людям, которым без поддержки государства действительно тяжело. Еще раз подчеркну, вопросы финансового обеспечения регионов – это одни из самых важных, но и сложных вопросов сегодня. В бюджетной политике практически каждого региона есть немало неиспользованных резервов. Это и точный выбор приоритетов, особенно сейчас, когда надо учитывать весь комплекс непростых обстоятельств. Это достижение максимальной отдачи от всех проектов, которые реализуются на территории. Это, конечно, и бережное отношение к ресурсам, борьба с неэффективными издержками и неэффективными тратами. И, наконец, это взвешенный, аккуратный, хозяйский подход к решению задач. В конце заседания президент подчеркнул, что при определении приоритетов региональным лидерам нужно максимально прозрачно принимать решения, а также быть в постоянном контакте с законодательными собраниями, общественными организациями и населением субъектов. Аза Исаева, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.